Давайте посмотрим. Значит, в Париже в поддержку Олега Сенцова читали стихи Бориса Стамахина. И вот это, конечно... Ну, это, конечно, все уже, полный гулаг, когда один политзаключенный, да, Борис Стамахин, который сидит уже 7 лет, и ему там начислили еще 2,5, он переломанный, когда пытался бежать, пытался спуститься с балкона по простыням, простыни порвались, он упал с 4-го этажа, и вот так всего переломанного на костылях и посадили, и вот он сидит уже 7-й год. И вот, значит, один политзаключенный пишет стихи в поддержку другого политзаключенного, который голодает уже 130 дней, уже больше, по-моему, 130 дней уже голодает, да, и все это, конечно, все это сложно очень осмыслить. Давайте просто послушаем стихи Бориса Стамахина в поддержку Олега Сенцова. Мы находимся перед российским посольством, и здесь мы поддерживаем Олега Сенцова, политзеков, украинского политзека в России, который голодует уже 4 месяца. Я прочту стихи Бориса Стамахина, который сидит тоже в тюрьме уже давно и надолго, именно из-за этих стихи. Он ничего другого не сделал, кроме писать стихи. На Крещатике толпы людские, сотни тысяч, еще не предел. За свободу восстал нынче Киев, просил визов в Москве, он посмел. Наконец-то уже не помогут ни Павловский, ни Альфа Москве, и зубами кремлевской берлоги. Пусть полковник скрипит КГБ. Революция, страшная сила, не сегодня, так завтра гляди, перекинется и на Россию, и Гаски, тогда трибунал впереди. Не хватит ОМОНа, даже еще если он перейдет, сам на стороне толп возмущенных, час придет, и диктатор падет. По-хлопски перед ним уже спину ни Тбилиси, ни Киев не сгнут. Если уже поднялась Украина, то империи точно капут. Вьются флаги ЕС на Майданом. Пусть не близок в Европу, но как бить колонией русской достало. Украинский народ за века. Про бандеровцев врет пропаганда. Так веди нас Бандера вперед и громит москалей, как когда-то встанет весь украинский народ. Ще не умерла и прям Украина, на Майданом своди заря. И Днепровской утоплен пучиной будет русского идол царя. Борис Стамахин, 2004 года. Спасибо. Хорошие стихи. Я безусловно, безумно благодарен этим людям, да, за то, что они это все читали, за то, что поддерживали. Я вас также прошу, пишите письма и Борису, пишите письма и Олегу. Зайдите в Фейсбуке на страницу Натальи Каплан, она там дает информацию, как писать Олегу. Также в Фейсбуке есть группа, напомню, так и называется, «Помощь Борису Стамахину». Присоединитесь к ней, там есть информация, как ему писать. Пишите письма всем, потому что это уже невероятно поддерживает, это действительно очень нужно.